Автоинспекторы выставили передвижной пост на улице Печорской. Рядом детский сад и средняя школа. Буквально через 5 минут после начала рейда внимание сотрудников ДПС привлекла серебристая «Газель». На переднем сиденье сидел непристегнутый ребенок, который при виде полицейских даже пытается прятаться. Ваши документы, пожалуйста. Это кто там прячется? Да, у нас Ай-яй-яй. Можно, пожалуйста, водительское, цвет регистрации, страховой полис ОСАГО, пожалуйста, согласно правилам дорожного движения. Водитель вину признает, но уверяет, дескать, всегда ездит очень аккуратно и по правилам. Скорость никогда не превышает. Поэтому в безопасности ребенка водитель уверен на 100%. Тормознул, ребенок не удержался, а панель стукнулся головой, сотрясение мозга и тому подобное. То есть это... одно дело легковой автомобиль, другое дело грузовой автомобиль. Ну, все, едет все равно... гораздо медленнее, чем легковой. В следующем микроавтобусе «Форд» на переднем сиденье опять юный пассажир-нелегал. Оказалось, в иномарке вообще не было детского удерживающего устройства. Ребенка не удосужились пристегнуть хотя бы обычным ремнем. Видимо, помешал школьный рюкзак на спине. Водитель автомашины «Форд» пояснил, что перевозил несовершеннолетнего пассажира на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства и не пристегнутого ремнем безопасности, потому что перевозил ребенка по городу на небольшое расстояние. Также ребенок сидел в автомашине с одетым ранцем, что при дорожно-транспортном происшествии, конечно, сыграет большую роль на получение сильных травм. С нарушителями сотрудники ГИБДД не церемонятся. Кроме обязательной профилактической беседы, водителям придется заплатить штраф – 3000 рублей. В июле этого года вступили в силу изменения в правила дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних пассажиров. Теперь дети от 0 до 7 лет должны в обязательном порядке перевозиться в детских удерживающих устройствах. От 7 лет до 11 лет включительно должны перевозиться при помощи детских удерживающих устройств, а также детских удерживающих систем. Ну а также штатных ремней безопасности, если это уже взрослый ребенок. Автоинспекторы признаются, высокие штрафы за автокресла доказали свою эффективность. Водителей, которые плюют на безопасность своих детей, с каждым годом все меньше.